октября 1944 года Президиум Верховного Совета СССР постановил удовлетворить просьбу тувинского народа в состав Союза Советских Социалистических Республик. Добровольное вхождение Тувы в состав Советского Союза открыло тувинскому народу неограниченные возможности для ускоренного строительства социализма. Незабываемое время. Вся республика поднялась навстречу новой жизни. Интенсивное строительство – наиболее характерная черта народного хозяйства республики. В течение вот уже 4 десятилетий оно определяет облик современной Тувы. Нужно было строить буквально все. Школы, поселки, оросительные системы. Позже настанет очередь заводов, комбинатов, целых городов. Но начинали с самого необходимого. С перевода аратов из кочевого быта в оседлый. Согласно Советской Конституции, вместе с другими нациями, национальностями и народностями, населяющими нашу страну, тувинцы получили право избирать и быть избранными в высшие государственные органы власти. На сессиях Верховного Совета СССР депутаты от Тувинской автономной республики принимают участие в обсуждении и решении общесоюзных вопросов. Тува – поднебесная колыбель одной из величайших рек планеты – Улугхема, Енисея. Река,
главная дорога из горной Тувы в степи. Енисей – могучий неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость, писал Чехов. На Енисее жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Пророчество великого русского писателя сбывается. С Енисеем связано индустриальное будущее всей Сибири. Уже сейчас Тува получает ток от строящейся Саяно-Шушенской ГЭС. Ее энергия позволит развить в республике химическую промышленность, выплавку цветных и редких металлов. Веками здесь стояла таежная тишина. Вокруг были леса, степи и горы. Да была белая земля. Ак-Дувурак по-тувински. Земля – это асбест. Ценнейший минерал, не пропускающий тепло и электрический ток, не поддающийся кислотам и огню. В прошлом предприимчивые иноземцы пытались прибрать к рукам это богатейшее месторождение. Однако забавные предания рассказывают старожилы. Местный шаман оказался более ловким. Шаман не допустил чужаков. Шил себе из асбеста халат и приводил в трепет простодушных аратов, усаживаясь на горячий костер. Так он доказывал свою святость. Прежняя Тува знала лишь две профессии – скотовода и охотника. Нелегко было тувинцам ломать вековой жизненный уклад, как нелегко всаднику сменить поводья на рычаги бульдозера или экскаватора. Путь Оржика типичен для тысяч рабочих тувинцев. Родился я недалеко отсюда, в предгорьях. Родился в юрте, как и мои родители, и родители моих родителей. Когда рядом с нами через горы проложили новый тракт, и по нему помчались машины, старший брат ушел от нас, стал шофером. Иногда, проезжая мимо юрты на своем КамАЗе, он останавливался передохнуть, и я завидовал ему. Ведь я в то время, как и другие дети, помогал отцу пасти царлыков. Так называется наша порода яков. Ну, а потом уже не только от брата, но и в школе много узнал интересного о других стройках в нашем комбинате Тува-Асбест. В общем, я теперь второй рабочий в семье. А дети, если останутся на комбинате, будут уже рабочими потомственными.
Прежде о Туве говорили: чудесный ларец, в котором хранятся драгоценности. Ныне тувинцы подобрали к этому ларцу ключи. Уже после войны в горах Танну-Олла было разведано уникальное месторождение кобальта. Оно дало жизнь самому высокогорному в стране комбинату. Тува-кобальт стал символом братского интернационализма. Открыли месторождение тувинец и русский, строила комбинат вся страна, а трудятся на нем посланцы 14 национальностей Советского Союза, все те, для кого Тува отныне вторая родина. Первый из тувинок здесь освоила профессию металлурга, чрезвычайно редкую для женщин вообще, Валентина Дамдын-Бюрбюр, депутат Верховного Совета Республики. Мы когда еще экзамены сдавали, к нам приехал главный инженер комбината. Ну вот он рассказывал, что у нас такой завод вступил в строй, нужны рабочие, но он приглашал только парней, не девушек. А мы трое собрались работать, пошли в райком, но нам предложили кызыл, стройки кызыл, Актаурак и Колосы. Мы почему-то приехали в Колосы. Колосы я приехала из Красноярского края, не издалека. С Украины, с Краснодарской области. Приехала из Башкирской ССР, из города Уфы. Ну, я приехал из Азербайджана, с Шамхорского района. А вот что вас сюда привело, именно сюда, в Туву? Ну, я учился в институте Северо-Кавказском горно-металлургическом. И после окончания был направлен на комбинат Тува-кобальта. Ну, окончив университет, вдали от родственников и близких, хотела испытать свои возможности и поработать, приобрести навыки химика-аналитика. Во-первых, здесь комбинат один в мире кобальтовый. И квартиру здесь я уже получил за год. С 1975 года здесь женился. Ну и вам здесь нравится? Нравится. Хороший у нас поселочек. Небольшой, но какой-то аккуратненький, молодежный. Очень нравится. Маленький высокогорный поселок. Его название Хово-Аксы вряд ли слыхали в далеких отсюда индустриальных центрах страны. Да и неудивительно. От них до Тувы 1000 километров. Но без кобальта, который добывают в горах Танну-Олла, немыслима современная металлургия. Без саянского асбеста немыслима современная промышленность. Он применяется буквально повсюду. От бытовой до космической техники. Основой сельского хозяйства республики остается животноводство. Одних овец в Туве 1,5 миллиона. Но давние кочевья отошли в прошлое.
уже включена в общую систему промышленной кооперации страны. На полях ее автомашины, присланные из Москвы и из берегов Волги, тракторы из Ленинграда и Минска, комбайны из Красноярска. Туга – пример того, сколь много способно дать небольшому, в прошлом бедному народу братское содружество. Под влиянием социальной и технической революции менялось мировоззрение бывших кочевников. Новый быт определял новые потребности. В жизнь современной Тувы вошли театр, кино, о которых в недавнем прошлом и понятия не имели. Вошло телевидение. Специалисты для них обучаются не только в самой республике, но и за ее пределами, в крупных культурных центрах страны. Московский институт имени Гнесиных выпускает актеров для Тувинского музыкально-драматического театра. Дыхание. Ах, милый мой дружочек ненаглядный, и сердцу песню радости поет. Биографии тувинских балерин начинаются в киргизском городе Фрунзе. Готово, дайте руки. Пожалуйста, можно? И слушаем вступление. Одновременно все стояшки. Раз. Это два. Четыре. Глазки тебя видите, девочки? Еще в довоенные времена Тува подружилась с Ленинградом. Многие тувинцы, ученые, инженеры, деятели культуры прошли Ленинградскую школу. Сотни студентов обучались и сейчас. Среди них будущие инженеры кино и телевидения. В Ленинграде создавалась и первая программа Тувинского государственного ансамбля песни и танца «Саяны», хорошо знакомого в стране и за рубежом.
тувинская драматургия имеет уже свою классику. Этот народный поэтический спектакль поставлен по пьесе Како «Хайрон Бот», драме любви и смерти. Один из ведущих артистов Тувинского музыкально-драматического театра Борис Бадый-Саган рассказывает, что истоки тувинского театрального искусства можно проследить в народном творчестве еще до революции. Это и своеобразное горловое пение, сказки, легенды, это и национальные обряды, молодежные игры и даже традиционная резьба по камню. Действительно, настоящий театр масок, образы народного эпоса. Зачатки театрального искусства существовали и в шаманских камланиях. Можно их увидеть и в ламаистских мистериях. Разве не театр? Народ преодолел религиозную ограниченность мистерий и создал из них зрелище. Но театр в современном понимании этого искусства родился, конечно, под прямым влиянием театра Станиславского. Молитвенные барабаны, ритуальные маски и другие атрибуты ламаизма нашли теперь свое место в музее. Но сохранилось, живет и развивается древнее искусство горлового пения. Этот песенный стиль уникален. Неудивительно, что Геннадий Тумат, например, с большим успехом демонстрировал свое искусство в Париже. Географический центр огромного азиатского материка находится в Кызыле, на берегу Енисея. Символично, что именно здесь, в самом центре континента, стали традицией молодежные праздники народов Сибири. Ровно 40 лет назад Тува вошла в многонациональную семью советских народов. С братским радушием и добротой она встречает гостей из всех союзных республик и из соседней Монголии. «40 лет. Пора зрелости и новых свершений». Еще молодо поколение сверстников советской Тувы. Ведь исторически она родилась совсем недавно. Однако за этот короткий срок тувинский народ добился огромного прогресса во всех областях человеческой деятельности. Экономике и строительстве, промышленности и сельском хозяйстве, науке, культуре.
Счастлив народ, имеющий богатырей. Сказочные герои раздвигали горы и доставали с неба солнца. Кто скажет, что ждет богатырей будущего? Одно мы знаем. Дети Тувы станут первопроходцами новых профессий. Они пойдут вперед, дальше отцов. Они напишут новые страницы тувинской истории. Откроют в своем народе неожиданные возможности, дремавшие веками.